Высокая ограда, решетки на окнах и длинные мрачные коридоры. Обстановка располагает к серьезному поведению. Открылся первый набор в Северокавказское Суворовское военное училище. 2 года назад по распоряжению министра обороны Анатолия Сердюкова училище было передано Министерству образования республики и переименовано во Владикавказский кадетский корпус. Сменивший его Сергей Шойгу вернул учреждению статус военного училища. На время вступительных испытаний утих даже задорный детский смех. Он уступил место сосредоточенности и усердию. В этом году было принято около 250 заявок на поступление. Но стать суворовцами смогут только 54 человека. 20 пойдут в 6 класс, 34 в 7. Перед тем, как стать курсантом, абитуриенты проходят 2 этапа вступительных испытаний. Первый включает медицинский осмотр и физическое воспитание. Поступающих испытывают на силу, ловкость и выносливость. Упражнения довольно сложные для 12-летних юношей, но это их не останавливает. Почти все ребята собираются в дальнейшем построить военную карьеру. Хочу стать военным. Хорошая профессия будет. А ты как думаешь? Хочу СОБРом стать. Сначала отслужить здесь, а потом выше получить, а потом там уже звание высокое. У меня дедушка был военным, я тоже военным хочу стать. Мне родители сказали. А у некоторых и вовсе необычная мотивация. Просто хочу надрать зад всем этим соседям. На следующий день преподаватели кадетского корпуса проверяют психологическую готовность абитуриентов, их знания по 3 основным дисциплинам – математике, русскому и иностранному языкам. Почему-то в обществе бытует мнение, что если ребенок хорошо и отлично учится, то ему в Суворовском училище делать нечего. Выпускники наши поступают в вузы как Министерства обороны, так и других силовых структур. И наша задача подготовить прежде всего грамотного, всесторонне развитого и как минимум владеющего 2 иностранными языками выпускника, физически крепкого. Среди поступающих ребята разных национальностей, возрастов и уровня подготовки. Но объединяет всех одно – внутренняя сила и безграничное мужество. На экзамены приехал и мальчик Саша Бличенко. 3 года назад его забрали из детского дома. Тогда Саша обрел новую семью. А сегодня сделал первый шаг к осуществлению своей мечты – стать военным. Важно, если он поступит, безусловно, важно для его будущего. Но если нет, то главное, что он опять почувствует в себе силу, уверенность и будет добиваться своего. Вступительные испытания завершатся 15 июля. Затем конкурсные списки направят в Министерство обороны, где определят будущих суворовцев. Суровые стены Суворовского училища станут для ребят родным домом на следующие 5 лет. Тамила Хамицаева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.